Неизвестные обстреляли пост полиции. Есть раненые. Молодых людей уведомляют о начале призывной кампании. В Сунже раздают повестки. Интернет-ресурсах или еще каких-то пабликах каких-то. Даже есть игры, которые заманивают и обманывают нашу молодежь. Лекция, посвященная профилактике экстремизма и терроризма, прошла в одном из назрановских колледжей. Мой доклад о Мусе Сандровиче Шишханове. Это человек, который непосредственно стоял у истоков формирования Ингушского государственного университета. Профессия, полная неожиданных открытий. Всемирному дню историка посвятили круглый стол. Сейчас, так как сделали этот каток, мы можем каждый день заниматься. Снова вышли на лед. Арена Эрзи открылась после капитального ремонта. Это новости на Национальном. Добрый вечер. Накануне около полуночи неизвестные обстреляли полицейский пост «Волга-14» возле сельского поселения Кантышево. Как сообщили в МВД, в результате обстрела ранения получили двое сотрудников органов внутренних дел, находившиеся на посту при исполнении служебных обязанностей. Полиция принимает необходимые меры для установления местонахождения и задержания нападавших. В республике объявлен план «Перехват». И в сети распространяется информация о том, что в Республиканском клиническом перинатальном центре Ингушетии зафиксирован случай заражения синегнойной палочкой. На медучреждение пожаловалась мама новорожденного ребенка, которая утверждает, что ее малышу не оказали своевременную помощь. Минздрав региона начал проверку. По данным последнего производственного контроля Центра гигиены и эпидемиологии республики, синегнойная палочка в перинатальном центре не обнаружена. Тем не менее, Министерством здравоохранения по этому вопросу организованы проверки во всех медучреждениях Ингушетии. По данным обращениям у нас сформирована рабочая группа, она выехала и в перинатальный центр, и в другие учреждения. На сегодняшний день проводится служебная проверка. И по результатам этой служебной проверки будут, конечно, даны ответы и разъяснена ситуация сама по себе. Но говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка и так далее, ну, это очень такая информация необоснованная, ввиду того, что у самого центра есть договор и контракт на производственный контроль с ФБУ, с Центром гигиены и эпидемиологии Республики Ингушетия. Тот центр выезжает в перинатальный центр и в другие учреждения, с кем контракт и договора, и проводит исследования смывов и операционных, и родовых отделений, и отделений реанимации. Поэтому результаты этих смывов у нас есть. Дальше по результату служебной проверки будут даны разъяснения. По словам главврача перинатального центра, врачами были предприняты все необходимые действия, которые оценены московскими специалистами. Синегнойной палочкой малыш также не заражался в перинатальном центре, о чем свидетельствует заключение экспертов, отметила Мадина Хутиева. По каждому пункту руководство готово предоставить необходимую информацию. Что касается данной жалобы, на всех этапах уже нами начата и проводится проверка. Я лично сама заинтересована в том, чтобы выявить те недочеты, которые были, если они были и имели место быть. И по каждому пункту обращения, по каждому пункту жалобы мы уже проводим свое служебное расследование, в том числе служебное расследование проводит и Минздрав. Ну и Росздрав затребовал документы. Эта патология дает 70–80% осложнения в виде вот таких проявлений высокой, низкой кишечной непроходимости. Ну и
к сожалению, кишечник поражается, и это предотвратить невозможно. И чаще всего такой диагноз, такой порог развития, и вот этот мекониальный перитонит, он появляется у женщин с внутриутробными инфекциями, с низким иммунитетом и с другими заболеваниями. Что касается данного ребенка, 8 числа у него были взяты анализы, где на тот момент, во всяком случае, по результатам анализа, в электронном виде у нас есть анализы, синегнойной палочки не было. Синегнойная палочка, она вообще, это как, скажем, бич для всех стационаров, особенно реанимации, учитывая, что мы все меры предосторожности, все меры профилактики проводим внепланово, с учетом того, что знаем, что у нас есть дети, которые долго лежат в реанимации. На данном этапе, выявлялся стафилококк золотистый, мы санировали, мы все меры провели, но синегнойной палочки на протяжении последних лет, и вот этого года, во всяком случае, сколько мы смывы брали, не было. В перинатальном центре предусмотрено плановые и внеплановые обработки, то есть так называемые заливаемся мы. Соответственно, если есть какое-то подозрение на то, что где-то какая-то инфекция, то мы берем смывы, и у нас есть договор с СБУС. Данная пациентка еще во время беременности с подозрением на порог плода, на мекониевый перитонит, была выставлена в федеральный центр на телемедицинскую консультацию. Телемедицинская консультация проводилась в декабре и в январе. Оба раза диагноз не подтвердился, к сожалению. Далее, ближе уже к родам, данный диагноз все-таки подтвердился, мекониевый перитонит. И пациентка наблюдалась у нас в отделении патологии беременности. Ребенок родился 16 января. В те же сутки было диагностирована непроходимость кишечная низкая. На вторые сутки было первое оперативное вмешательство по поводу низкой кишечной непроходимости у ребенка. И ребенок родился в сроке гестации 35,5, то есть недоношенный. Операция прошла успешно, была выведена стома. И в течение 6-7 дней ребенок восстанавливался, находился на парентеральном питании, соответственно, проведенной операции. Все дальнейшее наблюдение ребенка и исследование велось согласно протоколам стандартным. Было проведено УЗИ-исследование, обследованный ребенок был на внутриутробные инфекции. Далее было проведено 2 исследования рентген с контрастом, а также уже на последнем этапе, перед тем, как выставить на телемедицинскую консультацию, было проведено эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Рекомендовано было телемедицинской консультацией специалистами Кулаковского центра провести эту операцию у нас здесь в центре, так как первая операция, она на самом деле была проведена в том объеме и достаточно на должном уровне, учитывая, что у него сочетанная патология кишечника и низкая, и высокая кишечная непроходимость, паечный процесс, то тут предполагалось несколько этапов. Поэтому мы настояли на том, чтобы все-таки этого ребенка забрали на 4-й уровень. Именно эта патология у нас выявилась за эти 5 лет, сколько существует перинатальный центр, 2-й раз. В России начинается весенняя призывная кампания. Молодым людям сейчас раздают повестки лично в руки и под роспись. Все потенциальные призывники в обязательном порядке пройдут медицинскую комиссию. Как эта работа организована в Сунже, расскажет наш корреспондент. С 3 апреля медкомиссия в военном комиссариате вновь начнет работу. Стартует весенняя призывная кампания. Задача у Сунжинского районного комиссариата – подготовить 61 новобранца на срочную службу. Для этого сотрудники военно-учетного стола Сунжи приступили к запланированным мероприятиям по призыву. Сегодня по графику подворовый обход с вручением повесток и разъяснением о проводимой кампании. Надо разъяснить, объяснить, армию,
Здесь, в доме 50 по улице Карла Маркса, проживают сразу двое военнообязанных. Дома их не оказалось. Комиссию встретил дедушка Багаудин Костоев. Гости просят, чтобы его внуки предоставили все документы и прошли медкомиссию. Так, в дальнейшем они не станут уклонистами. Багаудин заверил, что внуки подойдут к этому вопросу серьезно. Чем мало хождение, да нет, едине да дис. Сиди ноги тушты. А дер богты бархамах дисажде. Бабе богж бачжде. Амбе богж буш. То ези то хадис, халвалвези халвалвез. Когда бесишь, чем безишь? Киза бог безишь. Сам Багаудин отслужил больше 40 лет назад. Даже показал старые фотографии за время службы и медали, которые он получил за воинские заслуги. Следующий на очереди дом Сайнароевых. Здесь также двое военнообязанных. Центральной России, Войнехи, Краснодар, Ростов, Москва, Ленинград, Дикшмети, Дакул, Вайкаш, Эгрдикаймети. Хад Мари будет бивы, ё Мари ведь чей отслужить нет, а Богу, Мар надо взять, В беседе с жителями представители комиссии отмечают, что отслужить должен каждый уважающий себя мужчина. Призывной ресурс города Сунжи более 1000 человек. Военный комиссариат поставил задачу перед муниципалитетом подготовить 17 новобранцев до 15 июля. شيء أدنى إستولات هذا شيء يجي هم حقيقته شيء بخلاله ما رقاب سقوس قوتوس برز قواش دي أرمي موتك شوت يولجي بوسو موجود شنو يمار خبوت لا قابل ضب كأجنا أوز حد أخبيز أسروش يواشون دعوجي شيء دокумент شنو قاعد لي подтверждающий очник изволили студент медкомиссия чак вянчил да нага могуш бахтян кедиктун сомнение хулу шедия медкомиссия подтверждение хала туну атрочлуги موتك حنيسيني داتس يا شويدولت اس حد بور بال قشنا حدات بل شي خايا تيسي ارمي بشوتك حد ولدي او سريت في قمال دد ارمي دابا هاورسك كان تاك دالوجي نجا تيكتون نت بيش قدر حم خلي بوصل بين دوار ده از دوسر تيك تو حالده دوار ده خاتم خبه. Весенняя призывная кампания завершится 15 июля. Первые отправки новобранцев в армию начнутся в мае. Военный комиссар республики напоминает молодым ребятам: год в армии – не только возможность исполнить свой долг, освоить азы военной науки, но и построить военную карьеру. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Новости 24. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова в первых числах апреля Ингушетия отправит очередной груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В священный месяц Рамадан фуры доставят порядка 25 тонн продуктов от местных сельхозпроизводителей. На этот раз бойцам из Ингушетии и их сослуживцам доставят сушеное мясо, тушенку, овощи, питьевую воду, яблоки, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое. Акция организована на средства из Национального фонда развития Ингушетии. Сбавить проценты и впустить свет в салон автомобиля призывают сотрудники ГИБДД. Тонировка со слишком сильным затемнением приравнена к неисправности автомобиля. За такое нарушение полагается штраф. О статистике ДТП и их жертвах репортаж Заремы Евлоевой. Казалось бы, такая маленькая деталь, как пленка на стеклах автомобиля, однако она может стать причиной ДТП. Если обратиться к статистике, то только за 3 месяца текущего года зафиксировано 5 аварий, где погибло 2 человека, еще 11 получили ранения. И во всех случаях так называемым сопутствующим нарушением было нарушение светопропускаемости стекол. Чем дальше человек видит, и чем лучше он видит, тем быстрее он реагирует на изменения обстановки. Что мы получаем в тонированном транспорте? Пленка ухудшает видимость с места водителя, плюс
реакция на раздражающие факторы, соответственно, тоже снижается. Ну, коротко и просто, если вы увидите ночью человека в темных очках, как бы, ну, и нормальному вряд ли кто-нибудь назовет. Но почему-то водители считают, что с тонировкой можно передвигаться в ночное время суток. Тем более, когда туман, дождь, ну, практически пешехода можно увидеть за 50, а то и за 35 метров, не дальше. В ГИБДД рассказали, что в регионе в 2023 году наблюдается негативная тенденция. Рост по всем 3 показателям. Это количество ДТП, смертность на дорогах и количество пострадавших. В населенных пунктах постоянно проводятся рейдовые мероприятия, где и выявляются нарушители. Административным кодексом за нанесение пленки на боковые ветровое стекло транспортного средства предусмотрено штраф 500 рублей. К сожалению, небольшой штраф, что, видимо, и провоцирует участников дорожного движения к этому нарушению. Но вместе с тем, если пленочное покрытие не устранено на месте, сотрудники госавтоинспекции выписывают требования. И если это требование не выполнено, то есть водитель опять попадает в поле зрения на тонированной автомашине, то тогда он уже подлежит ответственности по части 1 статьи 19.3. Это судебная статья. И судья уже принимает по данному гражданину решение. С начала года 11 человек было привлечено по части 1 19.3, переданы в суды материалы. В отношении 4 граждан выбрано лишение, административный арест сроком на 4 и более суток. Согласно закону, передние и боковые стекла автомобиля разрешено тонировать 30% пленкой, а лобовое 25%. То есть видимость должна быть не менее 70%. Но для многих ингушских автолюбителей, особенно молодежи, тонирование машины при покупке максимально темной пленкой – это уже какой-то особый ритуал, ради которого они готовы рисковать и платить штрафы. Специалисты предупреждают, что в темном авто у водителя повышается вялость и сонливость, так как в темноте организм человека начинает вырабатывать мелатонин – гормон сна, что делает поездку за рулем крайне опасной. Ответственные автолюбители призывают всех участников дорожного движения бережнее относиться к вопросам безопасности. Тонировка, по сути, машина ценил сага, особенно в солнечную погоду, махбол штина ездишь. Тогда лат юзешь хол, цемал хакал, лат шхалчу машина, шва халмади. Но хотя полную тонировку, мейтегар, аз сейчар гейтегат, нахаг еадат. С полной тонировкой халчу, что доку небезопасно докс. Что движет теми, кто отдавает дань моде или каким-то иным своим прихотям, готов рисковать жизнями людей? Любое ДТП – это всегда нарушение правил дорожного движения, соблюдение которых ведет к минимуму неприятных ситуаций на дорогах. Зарема Ивлоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. В этом году в регионе от полиомиелита вакцинируют порядка 73 тысяч детей в рамках двухтуровой вакцинации. Как уточнили в региональном Минздраве, будут вакцинированы дети в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. В рамках первого тура прививку получили более 45 тысяч детей или 62% от общего плана. Оставшиеся дети будут привиты в рамках второго этапа вакцинации, который стартует 3 апреля. Для этого в медорганизациях открыты 225 прививочных выездных мобильных бригад, развернут 231 пункт вакцинации в каждой школе, детском саду и медучреждений всех населенных пунктов. Молодые умы берегут от пагубного влияния. Очередное мероприятие, посвященное профилактике экстремизма, прошло в колледже сервиса и быта в Назране. Со студентами общался психолог отряда ОМОН. О наставлении, основанном на реальных примерах, в репортаже Адама Мережкова. Интернет-ресурсах или еще каких-то пабликах каких-то. Даже есть игры, которые заманивают и обманывают нашу молодежь. Что такое хорошо и что такое плохо, до ребят нужно доводить со школьных и студенческих парт. Тем более, если дело касается таких явлений, как терроризм и экстремизм. Уверены собравшиеся. Лучший метод борьбы с этим злом – профилактика. Сотрудники правоохранительных органов, психологи, представители комитета по делам молодежи рассказывают, как не попасть в круг террора. Больше подвержены такому влиянию именно молодые люди.
ilm hulta luqacha tahana wazad uswat nagasan wazad duqdaqjde wazad haytsaq tsaq qabr wazad haymoq achi daqr wazad haydiadi khas han alorder zamada wazad iz. Зло, которое не признает ни морали, ни права. Ежегодно тысячи невинных людей по всему миру страдают от рук террористов. На встрече отмечают, преступники не делят людей на своих и чужих. Они губят и разрушают все, что оказывается на пути. Насколько все серьезно молодым людям объясняют, приводя примеры. ريبوست دياش ولتي حاجة بخشوا خيان شو تي حاجة از بل عارف كرخي والله جاي از فترة في كوش ديانا حد يخاوس سبوا حد يفت يواجه الله سب الله تجي يجلس كفلاجي فلاج جين يحتسو يواجه زينتسو از يجلس كفلاج بحند الجي توجي ديلا بإكزيميزمي وإيش تحاولش حندس از بحند وش طبعا نقاسم بيك باش أخيتي شو عم بيك باحث إنه عادل حاش بيك بس اسم يطول незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. Молодежь – благодатная почва для распространителей опасных идей. Наиболее ведомым и бунтарским является возраст от 14 до 25 лет. Молодые люди озабочены поиском смысла жизни, ее ценностей. Именно в этот период они больше всего подвержены внушению и манипуляциям. Поэтому здесь важно работать на опережение, чтобы потом не пришлось бороться с ужасающими последствиями. Студенты и сами это понимают. هيخن بر أرض يصلان تخلار خا دقة آرا نيشده إنستغرام ش خارطة يزم ديوغار آرا نيشده تستقمل تطيعده. По просьбе руководства вуза и поддержки Министерства образования сотрудники правоохранительных органов и богословы проводят такие встречи со студентами по 2 раза в месяц. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы молодежь росла в духе патриотизма, росли полезными и себе, и обществу. Вот. И я думаю, у нас это получается. В первую очередь для того, чтобы не допускать таких моментов, чтобы наши ребята не вступали ни в какие группировки. Мы знаем, что сегодня информационная война, она тоже не дремлет. Есть сбросы, которые могут быть, поверить, и неокрепшая психика молодых ребят, которые учатся здесь, могут взять ненужную информацию и вступить в такие ряды, которые в дальнейшем для них же будут опасны для жизни. Такие профилактические беседы – лишь часть методов борьбы с пагубной идеологией. Они будут проводиться с молодежью регулярно, чтобы подрастающее поколение умело отличать истинные ценности от ложных. Адам Мережков, Сулейм Костоев, Новости 24. Сегодня чествовали людей, чья жизнь связана с изучением времен давно прошедших, но не теряющих интереса для современников. Всемирному дню историка посвятили круглый стол в научной библиотеке Ингушского госуниверситета. Преподаватели и студенты вспомнили видных деятелей исторической науки республики. Тамара Хашигульгова расскажет. Считается, что одним из первых историков был древнегреческий писатель Геродот. Он самостоятельно собирал материалы, проверял их точность и составлял из них рассказы. Его сегодняшним последователям, конечно, проще находить белые пятна истории, но от этого профессия не потеряла своей актуальности. Посол Такиев цепляется за получение знаний и в 1963 году успешно заканчивает учебу на Израильском зооветеринарном техникуме, а после возвращения из армии сразу же подает документы на исторический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. В 1969 году с дипломом в руках об окончании университета Хасолт занялся научной работой в стенах Чечено-Ингушского краеведческого музея. Чуть позже он становится старшим научным сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка, социологии и филологии. Свой профессиональный праздник научное сообщество главного вуза региона решило посвятить тем, кто как раз и творил историю не только университета, но и Ингушетии. В их числе Муса Сандрович Шишханов. В 1961 году он был зачислен на должность референта Чечено-Ингушского отделения Общества по распространению политических и научных знаний. В
В том же 1961 году Муса Сандрович был приглашен на работу в нефтяной институт на должность ассистента кафедры марксизма-ленинизма. Камила Ужахова с детства любит историю, поэтому и факультет выбрала соответствующий. Повышать свои знания старается на подобных встречах и конференциях. Свой доклад она посвятила одному из видных деятелей исторического сообщества республики. Мой доклад о Мусе Сандровиче Шишханове. Это человек, который непосредственно стоял у истоков формирования Ингушского государственного университета. Это человек, который был невероятно образован, который для своего времени достиг больших высот, несмотря на все препятствия, которые стояли на его пути. Я очень сильно впечатлилась во время создания доклада, и вообще у меня появилось большое уважение к этому человеку, потому что даже просто по воспоминаниям людей о нем можно составить просто впечатление о просто уникальном человеке, которых сейчас тяжело найти в наше время. Историки ежедневно проделывают массу кропотливой работы, воспроизводят события прошлого, чтобы напомнить, с чего все начиналось. И в свой профессиональный праздник они не отходят от дел. Для них значимо показать важность изучения этой науки для понимания настоящего и будущего. Я не ожидала, что наши студенты сумеют подготовить такое вот теплое, очень такое вот, знаете, в информационном плане очень богатое мероприятие. Нам было очень приятно слышать о наших первых историках, которые работали в нашем вузе. Это, значит, нескромно, может быть, будет сказано, первый доктор исторических наук Мужухоев Макшарип Павудинович, о Муталиеве Тамерлане, кандидате исторических наук, профессоре. И, значит, Хасол Талхастович, тоже человек, который очень эрудированный, всесторонне развитый. Безусловно, проведение подобных мероприятий, круглых столов важно, так как это непосредственно популяризация, и тем самым мы рассказываем нашим студентам о том, какова была деятельность их коллег, можно сказать, в будущем уже непосредственно, какой вклад они внесли в развитие не только ингушской государственности, но и развитие отечественной истории. Закрывая круглый стол, историки и студенты поздравили друг друга с профессиональным праздником и пожелали увлекательных путешествий по страницам прошлого. Тамара Хшагульгова, Исмаил Кориков, Новости 24. Ну а теперь о проблеме здоровья общероссийского масштаба. Во многих субъектах страны наблюдают вспышки кори. Родителям стоит беспокоиться о здоровье своих детей. Ингушские медики призывают население не отказываться от прививок. Это единственная мера защиты от инфекции. Мадина Цора продолжит. В республике возросло число заболевших корью. Последняя такая вспышка наблюдалась много лет назад. Но эпидпорог не превышен. Корь – это вирусное инфекционное заболевание, которое попадает в организм ребенка. Но я говорю про детей, потому что мы все-таки дети, да, но заболевают в редких случаях взрослые тоже. Значит, попадает через слизистую оболочку, через слизистую оболочку дыхательных путей и конъюнктивы. Данное заболевание, острые его проявления после заражения проявляются на 8-12 день жизни. Подхватить корь очень просто, если ребенок ранее не болел и ему не делали прививку. Дети же, чьи родители вовремя позаботились об их здоровье, корью практически не заболевают. И лишь в редких случаях у них может обнаружиться легкая форма. Корь может вызвать ряд осложнений, таких как конъюнктивит, отит, бронхит и пневмония. А самое редкое и опасное осложнение, которое может привести к летальному исходу – коревой энцефалит. С начала февраля в больнице региона все чаще стали обращаться родители маленьких пациентов, болеющих корью. Чаще всего вирусные заболевания подхватывают дети в возрасте от 1 до 5 лет. Вирус можно спутать со многими другими заболеваниями – краснухой, аллергической реакцией или свинкой. Потому при сомнительном диагнозе врачи в первую очередь назначают анализ крови, где по антителам и определяют наличие болезни. Сам по себе вирус очень опасен, и определить болезнь можно по нескольким симптомам. Температура, да, как правило, как все инфекционные заболевания, сопровождается повышением температуры, общей слабостью, снижением аппетита. Как я уже сказала, это боязнь, да. В принципе, это основные симптомы, да. На учете в больнице стоят дети с легкой, средней и тяжелой формой кори. Участковые педиатры выезжают на дом.
где и определяют, чем болеет ребенок. От кории нет лекарств. Больному назначается симптоматическое лечение. Вакцинация пока что единственный способ защититься от вируса. Для детей полный курс вакцинопрофилактики составляет от 1 до 3 лет. И главная причина учащения случаев заболевания вирусом, по мнению врачей, отказ от своевременной вакцинации. Но и с этим врачи сейчас активно борются. Проводилась работа с родителями, отказниками. Мы выезжали в школы, выезжали в детские сады, беседовали с родителями на дому, то есть наши участковые врачи, медсестры ходили подворно, разговаривали, проводили разъяснительную работу. Мы выпустили буклеты с описанием заболеваний, инфекционных заболеваний, полиомиелита, кори. Это все раздавалось родителям, с ними беседовали и отвечали на все возникающие их вопросы. На данный момент вакцинация против кори не проводится. Почищающую иммунизацию планируют с 3 апреля по 31 декабря. Ей подлежат более 1500 детей. Родители за саму вакцину и за ее хранение могут не переживать, говорят врачи. Ведь тут соблюдение всех правил строго контролируется. Как вы видите, у нас хранится вакцина нормально от 2 до 8 градусов. Положено. В холодильнике лежит индикатор. Температурный режим соблюдается. Родителям не стоит беспокоиться о том, что как хранится вакцина. И при отключении света генератор через 11 секунд срабатывается. На сегодняшний день в республике корью болеет более 20 детей. По данным Минздрава, по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24. Ледовая арена РЗ открылась после капитального ремонта. Ранее из строя вышло дорогостоящее оборудование, и объект не функционировал. Благодаря усилиям главы и правительства региона дети снова могут заниматься любимым видом спорта. Репортаж Заримхана Калоева. Спустя 1,5 года они вновь с большой радостью встают на лед. Все это время ребята занимались в Магасе, на ледовой арене Башлам. У Муслима Дасхоева сегодня ностальгия. Мальчик впервые пришел сюда в 7 лет и теперь снова вернулся на родную арену. Мы сначала в РЗ тренировались, потом я ушел с хоккея вообще. Потом, когда пришел, оказывается, мы на Башлам Фетисова занимались. Я туда пошел тоже. Теперь мы здесь, мне очень нравится это. И что-то там я вспоминаю в 7 лет, как я смотрел, вот тренировался здесь, я помню. Поприветствовать ребят и пожелать успехов приехал министр по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дашхаклоев. Эта площадка будет служить для того, чтобы вы занимались самыми высокими местами на всех крупных всероссийских соревнованиях. Успехов вам! Временно переехать хоккеистам пришлось из-за неисправного холодильного оборудования, которое вышло из строя. Так как некоторым ребятам было сложно добираться до Магаса, им пришлось взять вынужденный тайм-аут. Да и 2 хоккейным командам заниматься на одной арене было нелегко. Пока мы занимались в Магасе, было не совсем удобно заниматься. Сейчас, так как сделали этот каток, мы можем каждый день заниматься. Команда Эрзи все-таки заниматься будет на своем Эрзи ледовом, да, это уже плюс как бы для нашей команды, для наших детей. По поводу добирания, да, было немножко некомфортно все-таки детям туда добираться. И не у всех есть родители машины. Вот это была логистика, у нас немножко нарушилась, посещаемость детей. Много было пропусков. Плюс там еще команда АСА занимается. График времени у нас был какой-то определенной рамки. Получается, соответственно, что мы должны были раньше закончить, чтобы другая команда могла так же само начать тренироваться. Но сейчас и им будет комфортно, но и нам намного удобнее будет заниматься на своей арене. Капитальный ремонт проводили несколько месяцев подряд. Некоторые комплектующие пришлось искать долго. Благодаря усилиям главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в ледовую арену РЗ вдохнули вторую жизнь. Объект простаивал, и мы не могли проводить тренировочный процесс. То есть дети не могли проводить и тренировки, а обычные жители не могли проводить свой досуг. Это востребовано у нас в республике, массовое катание. Поэтому сегодня, благо, у нас все это получилось за счет помощи республиканского бюджета. Хочу в первую очередь поблагодарить Махмуда Али Макшевича Калиматова за то, что с пониманием относится, поддерживает, развивает все, не только хоккей, все дисциплины. Также правительство республики хочу поблагодарить в лице Владимира Владимировича Состейна. Сегодня мы видим прекрасный тренировочный процесс, прекрасный лед. Все условия здесь созданы для тренировочного процесса.
Эрзи, наконец, вернулись в родную гавань. Ледовая арена была открыта 8 лет назад. За это время отсюда выпустилось 2 поколения хоккеистов. Ребята амбициозные, участвуют во всевозможных турнирах, занимают призовые места и любят то, чем занимаются. Я здесь хожу уже 6 лет. Команда у меня хорошая. Побеждаем. Я сперва ходил в дзюдо, и потом мой брат тоже ходил в хоккей. Из-за этого я тоже хотел сюда ходить, и мой дедушка привел меня сюда. Эта игра мне нравится, потому что хоккей тренирует ноги. И кто играет в хоккей? Мужчины. Сейчас заниматься будет намного комфортнее. А если кто-то мечтает связать свою жизнь с хоккеем, то есть отличная возможность. В команду Эрзи продолжается набор целеустремленных ребят от 5 до 14 лет. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Стартовал всероссийский конкурс «Навигаторы детства 3.0». Во время конкурса сформируется новый резерв будущих советников директоров школ по воспитанию. В этом году конкурс пройдет во всех регионах, прием заявок открыт и продлится до 7 мая. Всероссийский проект реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России», нацпроекта «Образование». После оценки работы экспертами на сайте навигаторы-детства.рф будут опубликованы списки победителей, из которых сформируют новый резерв. Он по прогнозам составит в этом году более 30 тысяч специалистов. Это была вся информация к этому часу. До встречи в эфире.